сейчас вот хотим рассказать, что было и как было. Я, как вступающий в эту речь, коротко скажу, чтобы побольше могли бы говорить наши гости. У нас приглашены гости почти со всех республик бывшего Советского Союза, с Польши, ну и других. Вот наши люди здесь будут. И здесь мы сделаем, наверное, анализ того, что было и как было, и почему это все произошло, по какой причине. Почему развалился Советский Союз, почему они решили его развалив, потом снова его собирать. Вот эти вещи, они многим не ясны и непонятны. Но главным образом, потому что российская власть ведет пропаганду о том, что все эти республики, все эти народы якобы не имеют права на свое государство. На самом деле, находясь в современном международном праве, которое было принято после Первой мировой войны, и были приняты несколько, ну, скажем, принципов международного права, в соответствии с этим, после развала Советского Союза, получили право на свое образование своих государств все народы, которые были республиками, будь то они автономные республики, будь то они союзные республики, они в принципе имели право на свое самоопределение и определить путь, который они могут и желают, значит, в соответствии с международным правом дальше сосуществовать. То ли быть в составе какого-то государства, то ли быть в кооперации с каким-то государством, или войти в состав такого государства. Вот в этом плане наша республика, наш народ избрал свой путь, который говорит о том, что мы в соответствии с международным правом приняли решение о воссоздании нашего государства, которое было утеряно в 18 году, когда была вот там Октябрьская революция до этого, потом были разные дела, когда они захватывали большевики, все это. Тогда была Горская республика. Чеченская республика была в том составе, но мы не этому обращаемся к вопросу как исторический факт. Теперь есть современное международное право, и мы по всем правилам определили, заявили и приняли решение о создании нашего государства. Наше государство было создано и было принято, значит, Конституция уже вне Советского Союза. Когда Советский Союз исчез, после этого наше государство приняло Конституцию чеченского, суверенного и независимого демократического правового государства. И наше государство приняло это 12 марта, а признала нас первая, это Грузия, 13 марта. После этого, вот как мы знаем, пошли разные, значит, провокации со стороны Кремля, потому что Кремль планировал, новый Кремль планировал захватить эти территории снова под свою власть. Казалось бы, почему они это хотят сделать? Зачем было развалить тогда Советский Союз? Дело в том, что власть, которая была в Советском Союзе во главе с Горбачевым, она планировала переформатировать власть в Советском Союзе, и они хотели сделать не Союз Советских Социалистических Республик, а сделать Союз Советских Суверенных Республик, то есть как будто конфедерация. И под это были приняты разные законы, там были приняты разные меры для того, чтобы это определить, и что эта территория должна быть едина. Но в споре между Ельциным, который стремился к власти, и между Горбачевым был этот создан такой ГКЧП, значит, в августе 1991 года, который потерпел поражение. Воспользовавшись этим моментом, может быть, многие не знают, Ельцин тогда после 2 дней отсидки где-нибудь в тени, прячась, вдруг он понял, что народ побеждает, и, значит, на 3-й день, 2-й день в конце он вышел
и объявил, что все министерства Совета Союза и даже военные ему теперь подчиняются. И это послужило тому, что здесь произошло вот такое столкновение. Горбачев, который вернулся с Фороса, где он был заточен, он практически был отторгнут от власти, его не допустили до власти, и он вынужден был согласиться с тем, что разваливается Советский Союз, и планирование было устроено, это было планировано устроено Ельциным главным образом. Когда они принимали свою декларацию в 90-м году, 12 июня, они там приняли положение о том, в этой декларации, что законы Российской Федерации, Союзной Республики, выше, чем даже союзной СССР. Вот они там и заложили эту мину, которая бы развалила бы Советский Союз. Поэтому мы в Чеченской Республике приняли решение, что им доверять нельзя, и мы, будучи даже в Советском Союзе, приняли все решения, которые необходимы для создания своего государства. И это было сделано, и была избрана власть, президент, парламент, все органы местного управления. И в итоге мы знали, что мы не можем выйти из Советского Союза, потому что международное право не позволяет это делать без согласия власти, в которой мы находимся. Но в связи с тем, что СССР развалили, мы получили это право, как и другие. Другие республики, которые остались, скажем, в Советском Союзе, которые бывшие остались в РСФСР и остались в составе РСФСР ныне, они не сумели или не захотели, это вопрос был, конечно, относился к ним, они остались в составе Российской Федерации России, которую они подписали до 31 марта 1992 года. А наша республика, мы завершили формирование своего государства, уже будучи в составе СССР, а при развале Советского Союза приняли и Конституцию, как я сказал, и затем, в соответствии с этой Конституцией, вели переговоры с Российской Федерацией и с другими республиками о признании нашего государства. Вот здесь мне звонят, правда, но не будем, здесь я не буду отвлекаться. Короче говоря, ситуация была настолько, значит, сложная тогда, в те времена, что мы вынуждены были в этой ситуации, которая вот запланирована была Кремлем, вынуждены были искать какие-то пути для того, чтобы не было этого нападения. Мы тогда понимали, наш первый президент Джохар Дудаев, он был в этом отношении очень посвященный, и он говорил, что вопрос состоит в том, и мы это видели, состоит в том, что эта Российская Федерация России пытается воссоздать вновь империю, всю эту территорию под своим началом, и все эти республики, которые стали независимыми, 3 республики были признаны Советским Союзом независимым государством, балтийские, а после развала Советского Союза оставшиеся 12 бывших советских республик и Чеченская республика тоже, уже приняв все свои значит, положенные документы и решения, 13 республик вышло из Советского Союза как независимое суверенное государство. Поэтому Чеченская республика была взята на острие в целях вот этой экспансии, первым напасть на Чеченскую республику и устрашением там провести эти жестокие вот эти расправы для того, чтобы другим, как говорится, республикам было неповадно. То есть это первая была Чеченская республика с их нападением на нас полномасштабной. Это была 4-я агрессия против нас. Эти 3 агрессии, и это 4-я, мы, чеченский народ, сумел отбить, и в этой 4-й агрессии наш народ одержал победу. Снова их армия, которая составляла 460 тысяч военнослужащих, со всеми этими своими
военными, кажется, снаряжениями, была покорена, была поставлена на колени. Наш народ от мала до велика вышел и боролся против них, и действовал, и это было достигнуто именно благодаря воле нашего народа, его духа. И Россия вынуждена была вывести свои войска с территории нашей и договориться о том, что мы будем дальше мирно жить. Это не случилось, Россия снова на нас напала, и снова продолжится эта война. Вот эти события, которые были тогда в 1994 году и последующие, прошла массово такая пропаганда по всему миру, которая обвиняла, российская, что обвиняла в том чеченский народ, что это бандиты, что это террористы, исламские фундаменталисты. Всю эту работу, чтобы вот так вот выглядел чеченский народ, именно организовал Кремль со своими подручными, которые были в их спецслужбах, и со своими друзьями из стран Ближнего Востока, в которых сидели тоже диктаторы. Они, будучи даже мусульманами, были против нас, заявляли, что чеченцы это честь дело внутренней России, хотя мы ни в какую Россию эту не входили, никакие договора не подписывали. Мы, как и эти другие республики, еще до создания этой Российской Федерации России уже завершили формирование своего государства. Вот такие вот события прошли тогда, и сегодня вот 30 лет прошло с того момента. Поэтому мы вас пригласили обсудить эти вопросы, сказать свое мнение, чтобы остальной мир и наши друзья в мире, и наш народ знал, что происходит, и какая вот сегодня ситуация, что для этого делать надо. Мы ставим перед собой цель однозначно. За рубежом находится в усеченной форме легитимная власть президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, которая в усеченной форме, но действует, имеет полномочия от нашей власти, от парламента, от президента тогдашнего, который мы ведем здесь работу по признанию Чеченской Республики в разными странами мира. Вот в последнее время, вот в 22 году, в октябре, нашу республику в такой форме признала Украина. Украина признала, значит, что наша страна незаконно оккупирована Россией и осудила геноцид чеченского народа. Дальнейшие наши действия здесь, то есть нам тоже, значит, препятствует Москва со своими агентами влияния, которые полно находятся в этих странах, и есть еще засланные. Так что в этой ситуации мы находимся, и мы считаем, что наше действие правильно, и мы будем работать дальше, как и раньше, для признания нашего государства, потому что когда мы освободим свою территорию, то тогда нам нужна будет вот эта поддержка международного сообщества, которое может тогда сказать нам, да, эти республики были незаконно, она была оккупирована. Вот в этом направлении мы работаем, и здесь идет в этом плане, как вы понимаете, вот это противостояние, именно действуют здесь российские спецслужбы, их агенты влияния. Я на этом закончу коротко, как можно, хотел я сказать, чтобы наши друзья и все, кто здесь находится, выступили, сказали, пожалуйста, кто у нас здесь хочет выступить, первым мы готовы вас, как говорится, выслушать. Давайте будем здесь включаться в эту нашу работу. Кто желает выступить? Давайте с Азербайджана тогда начнем. Давайте я. Да. Только давайте так. примите людей. Там люди просятся к вам. Да, люди, я сейчас как раз таки их приму. Да. Давайте, пожалуйста. Давайте, примите, да. Так. Есть. Так. Есть, да. Приняли, да? Да.
я буду принимать сейчас дальше. Ассаламу алейкум. И еще раз приветствую всех. Алейкум салам. Видел. Да, значит, то фактически после афганской войны это первая военная агрессия против субъекта международного права Чеченской Республики Ичкерия. Все началось, то, что сейчас вот делается и в Украине, и, скажем, частично в Сирии, и то, что делается в Грузии, вообще кругом. Все, что делает Москва, Recording stop. Recording in progress. Да, говорите. это всё начиналось 30 лет назад Recording stopped. против субъекта международного права Чеченской Республики Ичкерия. Вот от безнаказанности в те годы, и то, что Ахедага рассказал, что даже страны, которые близкие были с Чечней, как бы ментально по религии и все остальное, и они, то, что они не осудили, они в свое время не поставили на место Российскую империю, РСФСР так называемый. Вот она из того времени, вот 30 лет продолжается. То есть первой была Чечня после развала Союза. И Чечня на себе понесла всю тяжесть Recording in progress. еще той советской машины, машины убийцы, машины агрессора, которая вышла в том числе из Афганистана, была злая, и вся злость советской развалившейся империи и всех шовинистов русских, все упало на долю чеченского народа. Но про героизм тех чеченцев того времени, и слава богу, кое-кто выжил, и вы один из них, Ахедага. То Да. есть они будут еще складывать историю, и Аллах, тут, салам алейкум. Значит, об этих людях, конечно, будет история еще очень многое напишет. Но то, что Бог, Аллах послал для чеченского народа, возможно, для всех свободных людей, такого героя, как Джохар Мусаевич Дудаев, это уже, как говорится, история человечества, я бы сказал. Это останется в истории человечества, в истории освободительных войн, как история остался шейх Шамиль, ну, выдающиеся люди, которые вели, не знаю, Гарибальди, но таких людей в истории было считать как пальцем на одной руке. В этом смысле, слава Аллаху, что он нам дал Джохара Мусаевича, и вас, и ваших друзей, которых с нами нет, Аллах рахмат алясин, я не знаю, как даже что сказать. Но факт то, что впервые после развала, после падения Берлинской стены, первый субъект международного права Чеченская Республика Ичкерия понесла на себе всю тяжесть советской машины, фашистской машины. Вот я не знаю, это такой юбилей печальный и героический, как бы я сказал. Печальный, потому что убивали лучших людей, люди, которые хотели, для которых свобода была самой как бы высшей ценностью. И вот и героический день, потому что они не сдались, они не скрылись, они не ушли от борьбы. Но ясно, что Джохар Мусаевич, как генерал советской армии, знал, с кем идет на войну и что ожидает чеченский народ, но при этом он как бы не ушел, как говорится, в тень, как бы не начал заигрывать, как другие президенты того времени. Вот, то есть история чеченского народа, она и печальная, и героическая. Она и героическая, и печальная. Она и радостная, и печальная. Вот в этом смысле, знаете, есть чем гордиться, и есть над чем работать, и есть куда двигаться.
Ну, я заканчиваю, я горжусь, что у меня на нашем Кавказе есть такой народ. Я горжусь тем, что у меня есть друзья чеченцы из той... И мы как бы на все времена записано в истории человечества имена тех героев во главе с Джохаром Мусаевичем Дудаевым. Вот мое все понимание этого всего, что есть. Спасибо. Спасибо, Ильхан. Ну, хотелось бы увидеть вас, чтобы люди вас Я же в увидели. темноте, клянусь Аллахом. Ну, понятно, из темноты Да, нельзя. да, да. У меня просто скоро еще батарейка закончится, но Да, скоро да. же через час должно подать свет. Хорошо, хорошо. Так, ну тогда спасибо большое. Давайте, значит, кто у нас там еще есть желающие выступить, пожалуйста, Рафис давайте. наш Рафис тот премьер-министр Давайте, как раз я Татарстана. хотел это сказать. Рафис, пожалуйста, Да. слово. Ильхан Афенде, Ахият Афенде, огромное спасибо за приглашение. Добрый вечер всем. Да, и Здравствуйте. сегодня очень трагическая дата, 30-летие начала войны. Как бы она ни была, мне посчастливилось с вашим первым президентом Джохаром Дудаевым встречаться, Асаном Масхадовым, Зелимхан Яндарбием и очень многими другими чеченскими лидерами. Мгм. Действительно, чеченцы – этот героический народ. Я бы пожелал, чтобы мы в мирное время, а именно встречались в свободном Чеченской республике, в свободном Ингушетии, в свободном Дагестане, в том числе Поволжской республике, это в свободном Татарстане, Башкортостане, Чувашии и Марий-Эл, без русских оккупантов. Да, действительно, чеченские воины, борцы, это было всегда для нас был пример. Я всегда приводил пример своим соратникам, единомышленникам, не жалея свое здоровье, жизнь. Чеченцы отстояли свою честь и достоинство, защищая свою республику, свое государство. Дай Аллах и в будущем, чтобы вы смогли приобрести свободу, выкинув этих кадыровских путинистов из Чеченской республики. Огромное спасибо еще раз за приглашение. Возможно, еще продолжим разговор. Я пока закончил. Спасибо, спасибо большое. Мы особо питаем уважение к татарскому народу. Я хорошо помню, как вы к нам приезжали, когда вы встречались с нашими президентами. Я находился рядом с вами, вы, наверное, не обращали на это внимания, потому что много людей было там. Помню, в подвале президентского дворца была встреча, там вот эти вы там были. И в самое тяжелое время мы вас видели. Вас двух братьев не различишь, поэтому я не знаю, какой из вас был, но я вас видел тогда. Вот я хочу сказать. Спасибо. Извините, я с Нафисом сегодня разговаривал, я говорю, если я не смогу участвовать, от меня, говорит, передай привет всем участникам, чеченцам и организаторам данной конференции. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, кто следующий у нас желает, по желанию сейчас будем говорить. Кто у нас? Привет всем. Я бы хотела несколько слов, как Да, как это можно. Ядвига Хмеловская. Ядвига Хмеловская с Польски. Я очень плохо говорю на русском языке, но я думаю, что это язык мы вас поймем. оккупантов и мне он только нужен, чтобы można było говорить тоже с другими нациями, которые пытаются вырвать на свободу, на независимость. Я помню, один раз я видела господина
Dudajewa. Była taka malinka konferencja nacji Siewernego Kawkaza. Да, To był 90 год, ale to очень krótko było, taka malinka встреча. No potem ja z waszym gospodinem prezydentem, z Maschadową, встретилась w polskim да. parlamencie. Tam nasz senator Romaszewski делал такую большую конференцию, и тогда мы тоже там могли послушать, что происходит в Чечне. Это была первая нация, которая была совсем порабощена в империи, bo oni, wy, jak Czeczeni, wy nie mieli republiki, da? No wy przeszli, jak Czeczeni, cały proces wychodu z imperii. To było Да. po zakonu. I wy wychodzili jeszcze тогда, jak można było wyjść, czy jeszcze przed pamiętaniem tych niektórych zakonów, żeby ciężko było wyjść. I to, że to była pierwsza wojna, w której wy благодаря Bogu wy спаслись, wy udержали niezależność. Нужна была вторая wojna, żeby Putin, żeby Rosja mogła wejść w Czeczeniu. No dla mnie очень хорошо było to, że маленький naród, no bo tam was jest несколько milionów тоже, сказал, что мы хотим независимость, и мы будем выступать с оружием. Bo, jak wy pomnicie, to w całym mierze pokazane było lico Rosji, że ona taka mogąca, że jej nie można przeciw niej borec się. I wy dali przykład. I to, że teraz na Ukrainie jest wojna, i że Ukraińcy wierzą w to, że można сохранить свою независимость, что они взяли оружие, а не сделали так, как была мечта Путина, bo Putin думал, что его будут в Украине цветами там приглашать, что так не пошло, то я так думаю, то есть личное мое мнение, что тоже есть большой вклад czeczeńskiego naroda, że ludzie uwierzyli, że można wystупать przeciw большой Rosji. I jeszcze by chciała сказать, z tym, że ja tak думаю, ja mogę ошибать się. A to jest to, co ja сказала już w Brukseli, tam w Europarlamencie, na tej konferencji, gdzie wy тоже Ахят byli. Да. Что Россия пытается сделать большую религиозную войну. Ну и посмотрите, что Путин еще перед той второй войной чеченской делал разрушение своих домов. Что его z FSB ludzi kładli bomby, żeby разрушать swoich граждан. I potem сказать, что это Czeczeny, żeby оправдать, bo Rosja всегда делает так, что она только защищает мир, своих граждан. Ona хочет, żeby wszyscy znali, że oni spasicieli, da? I tu widno było, że im нужно было показать, что muzułmany płochy, że oni terrorysty i tak dalsze, i tak dalsze.
И того я не знаю, но я только так думаю, зная Россию и их головы, их порабощенные головы, что они потом нужны были подготовить в целом мире так называемую войну с терроризмом. И тогда были эти башни в Нью-Йорке. Ну и посмотрите, что сразу началась война против мусульманского терроризма. А потом очень близко они показали, не, что сцены в этом театре в Москве, и это было все в ближайшее время. Ну и потом было это мусульманское государство, и есть уже первые доказательства, что там были всунуты тоже деньги с Кремля. Но и так то развивалось. И глупые некоторые, так называемые фундаменталисты, они, несмотря на Коран, они делают кошмарные вещи. И то есть тоже на пользу России. Я не знаю, я про этим теперь думаю, как это сделать, чтобы окончить эти религиозные войны. Нам тоже теперь подбрасывают разные с Африки мусульмане, те, которые уже приехали, но поступают очень плохо, но как их будет больше, тогда они дестабилизуют государство. А нам нужно стабильное государство, bo za granicą уже война. И они пытались через Беларусь перебрасывать такие, которые приглашала Москва, а потом отправляла их в Беларуси на польскую белорусскую границу. Так я думаю, что мы нужны теперь вместе. Все нации, которые рвутся, которые хотели бы удержать свою независимость, чтобы снова вместе работать, чтобы эта мечта Кремля не пошла так, как думает Путин. Так что благодаря членам всем очень видно, что это Россия, что она хочет сделать такие империум, которое уже было там в XIX веке. И не поверьте этому, что сталиновская Россия, что коммунистическая Россия, что путинская Россия. Нет, Россия всегда такая была. Да, это верно. С царских времен тоже. Они вырезали в 1794 году, то еще был царь, вырезали целую правобережную часть Warszawy. Всех детей, стариков, ребенков, всех, женщин, мужчин, всех. Только потому, что они хотели напугать левобережную Варшаву, чтобы она сдалась. Это есть голова России, имперская проклятая голова Москвы. Они могут быть голодные, без одежды, но они хотят быть великим государством. Так Да, что, это так. что думаю, что нужно теперь укреплять свои нации, чтобы знали язык, чтобы знали культуру, и как будет
znowu odkryta okошка historii, żeby można było bystro znowu stремиться к полной независимости. Чего я всем желаю. Спасибо вам, Едвига. Мы знаем, что вы делаете, сколько вы делаете. Мы вместе с вами в солидарности много. Каждую среду встречаемся, разговариваем. Идет работа организационная для того, чтобы вот эти все вопросы поднять по всему миру через международные организации. В этом направлении то, что вы делаете, очень важно для всех народов, которые есть на постсоветском пространстве, конечно, и остального мира. И эту работу мы со своей стороны будем делать вам тоже в этом направлении, помогать, потому что это тоже наше дело. Спасибо, что вы пришли и высказать свое мнение, Едвига. Едвига – это лидер нашего движения. Она очень известный человек в Польше. И все вот эти вот наши конференции, встречи, мероприятия, это она лидер, и она организует вместе с другими и действует в Польше. У нас есть там друг, это Едвига и ее друзья все. Спасибо, что вы есть. Так, кто желает выступить? Давайте по желанию сейчас еще. Там Петр Хлебович еще, no i Mariusz Patej, to no друзья немножко моложе меня, no bo ja уже слишком старая, мне уже 70 лет. Ну, 70 это только начало молодости, что вы молодая женщина. No tak, что уже тоже работают совсем молодые, которым уже еще 50 нету. Да. Так что всего хорошего. Спасибо. Кто желает тогда выступить, я уже, так сказать, по желанию. Кто хочет сказать по этим вопросам. Мы, конечно, если время будет, поговорим о том, что происходит сегодня в мире. Это очень важный вопрос. Это касается той темы, о которой мы сейчас говорим. 30 лет прошло с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессию против нашего народа и страны. Теперь она вот продолжилась, как говорил наш президент, продолжилась. И это движение экспансии, она идет по всему постсоветскому пространству и пытается пойти даже шире, расшириться Европу и все такое. Мы с вами знаем это. Но я не буду дальше говорить. Кто желает, скажите, пожалуйста, кто скажет из вас, того и принимаем. Я могу выступить. Давайте, вот Алла Дудаева. Я думаю, вы ее знаете все. Наверное, мало кто ее не знает. Алла, давайте, спасибо. Давайте, пожалуйста. Мне очень было приятно слушать выступления наших друзей, и особенно Едвиги, с которой мы были вместе в солидарности на конференциях. Очень приятно, но я вам скажу, что я старше вас, Едвига, мне 77 лет. Так что, правда, этим не хвастаются, но просто констатирую факт. Я хочу напомнить, 11 декабря – это день, когда Док Завгаев и Салман Хаджиев заявили официально о том, чтобы российская армия вторглась в Чечению. Перед этим было 2 выступления оппозиции, так называемой, с Тетеричного района. Хотя, например, 8 танков шли, якобы куплена оппозиция, но за ними шли российские воины, и в танках сидели воины. Когда Джохар Дудаев и чеченская армия разбили их, то было 100 пленных русских, за которыми мы потом приезжали с Госдумы и выдавали их группами. И приезжали очень известные люди из Госдумы, отдавали их. Но это было 2 раза выступления. Было 2 выступления.
этой оппозиции, так называемой, с Нательчатого района. А потом, когда заявление 11 декабря взяли до Казалгаев и Хаджиев, Салман, тогда российская армия, танки, 300-тысячная армия, танки шли по белым полям, ингуши пытались остановить. Взялись за руки. Ингушские дети, женщины встали по дорогам, но не смогли остановить. Но тогда Джохар Дудаев придумал очень интересный план вместе с правительством, о котором никому не говорили. Как раз были найдены гранатометы. И он позвонил Аушеву, зная, что там рядом сидит полковник в другой комнате, прослушает разговор. И когда Аушев сказал, как вы там держитесь, он говорит, да, вот у нас только автоматы, танки нам нечем встречать. И знал, что полковник это услышит и ускорит ввод танков. И Джохар предупредил. Например, вот наши знакомые стояли на мосту через реку перед входом в Грозный. Это Хасбулат был такой. Звонил, он даже мне звонил, говорил, почему мы тут заслон не укрепляем, мы можем сражаться насмерть. Я Джохару передаю, он говорит, не надо там стоять насмерть, пускай танки войдут в Грозный. Гранатометчики были рассажены по крышам домов, и это все делалось в тайне, большой тайне. И когда российские танки, танковые колонны, королевы полей, не зря их называют, потому что на полях они давят воинов, даже проезжая по окопам. И Джохар ускорил их. И вот еще министр Грачев тогда заявил, начальник обороны, вернее, наступления, заявил, что за 2 недели возьмет город Грозный. Вот они вошли в город Грозный и были разбиты на глазах у всего мира. Потому что танковые колонны, когда находятся в городе, у них нет свободы движения, их били прямо в упор сверху с крыши. И даже мальчишки чеченские бутылки с зажигательной смесью бросали и подрывали эти танки. И эта огромная колонна, 300-тысячная, была разбита в городе Грозном. Потом авиация уничтожила город Грозный, сожгла чеченскую землю, но народ чеченский вел сопротивление. И Джохар показал с 8 по 9 мая, как он сказал журналистам, как надо брать города. То есть были окружены штабы, базы чеченскими воинами, которые потихоньку ночью собрались, окружили все эти блокпосты, но не уничтожали их. Потому что авиация, когда работает, от нее невозможно укрыться, и если бы их уничтожила авиация, то тогда спасения просто не было, и не было победы. Вот. И вот они начали кричать по эфиру русские: не поймите, мы живы, не поймите. И буквально наше правительство с Джохаром Дудаевым заставили пойти на перемирие. Уже потом, после гибели Джохара, он показал, город Грозный был взят на 3 дня, когда они были окружены, с 7 по 9 марта. И потом они отступили, увозя с собой технику, танки, бронетранспортеры, оружие и так далее. 21 апреля Джохар погиб. В марте он это показал. А 6 августа наше правительство во главе с Асланом Асхадовым, Шамиль Басаев, они повторили тот же самый план, тоже были окружены эти воинские подразделения и так далее. И, в общем, было поставлено условие, что они будут разбиты, если Россия не пойдет на перемирие. Потом был Хасавюрт, переговоры в Хасавюрте, и заключено перемирие на 5 лет.
Но через 3 года Россия все равно вторглась. И 4, 3 года народ чеченский радовался победе. И было 3 мирных года. А потом произошел раскол на почве ислама, задуманный Москвой. И Путиным были взорваны дома в Москве и Волгодонске. 3 дома. И это, конечно, это очень возбудило ненависть против чеченского народа. Потом появились дистанционно лагеря смерти, в которых пытали чеченцев, убивали, продавали их тела или раненых, запытанных за деньги. И эта война была очень жестокой, вторая война. К сожалению, Алла, вас не слышно. Алла, выключили У звук. вас микрофон закрыт, Алла Ханым. Вы выключили микрофон, Алла. Надо включить микрофон. а сейчас слышно? А, сейчас слышно. Слышно так. Я долго так говорила, наверное, да, извините. Да. Нормально, говорите, пожалуйста. Говорите. Ну, Джохар сказал, 400 лет народ чеченский воевал с российскими царями, потом советской властью, был выслан. 400 лет мы воевали, но не побеждали. Давайте на этот раз мы победим. И народ чеченский смог одержать победу в этой войне в 1996 году. Так вот, что я вам скажу на будущее. Время работает на нас. Я думаю, что сейчас мы тоже будем в преддверии такой же победы, потому что Россия из этих войн, которые устраивает всем народам, вначале русско-чеченской войны, потом Грузия, Молдова, Приднестровье, сейчас Украина. И, конечно, украинский народ обязательно победит, потому что территория гораздо больше. И народу, кажется, 43 миллиона. А чеченцев не было даже миллиона. Где-то 600 тысяч в то время, когда воевали. И нам никто не помогал. Дело в том, что страны Запада как одна заявляли о том, что они вмешались во внутреннее дело России. Чеченский народ воевал один на один с огромной Российской империей. А сейчас Украине сочувствует. Вся Европа помогает, и Америка помогает. И народа гораздо больше, 43 миллиона, и территории больше. И, конечно, украинский народ обязательно победит, и Россия уже не та. Потому что Путин со своими олигархами, миллиардами разграбили российскую так называемую империю, и она уже дышит наладом. Так что победа народов не за горами. И Российская империя — последняя империя в мире. И она обязательно будет разрушена. Когда и колониальные народы освободятся, будет большой праздник для всех нас. Да. Я вас и поздравляю. Я Спасибо. закончила. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Алла. Значит, мы еще будет время здесь, дадим другим выступить нашим людям. Давайте украинцам дадим слово. Кто у нас из Украины здесь? Диана. Еще вот туда какой-то, я плохо видел, новый человек, которым я не знаком. Пожалуйста, с Украины есть кто-нибудь? Здесь была Диана, по-моему. Нет ее. Угу. Да, она вышла. Да, я хотел бы сказать, что Аслан, Да.
У нас есть, идет передача в прямом эфире, да? Так я? Да, у нас идет в YouTube на двух ресурсах прямой эфир. Один идет у нас, как мы обычно делаем, с телефона, с тобой, когда мы сделаем. И вот Да, здесь да. идет как обычно. Так как там картинка зависает, поэтому я Да, сделал да. дополнительно с телефоном, чтобы могли люди смотреть. Идет. Хорошо. Хорошо. Давайте дадим слово американцу Эду Мамедову, если он на месте. Давайте. Пожалуйста. Наш друг. Эд, пожалуйста, если вы слышите нас. Да, я слышу. А как нажать? Да-да, давайте, говорите. Сейчас я. Включите А, свой вот. видео, если Опа. можно, чтобы мы могли увидеть вас. Хорошо. Алло. Да-да. Да, меня видно? Слышно? Слышно, но не видно пока. Не видно? Ну, хорошо. Добрый день всем, добрый вечер. Конечно, Россия неоднократно, но тем не менее, в первой войне, благодаря мужеству и героизму народа во главе Захару Михайловичу Дудаеву была одержана победа. Ну, России никогда нельзя верить. Она все равно возвращается и грабит, уничтожает еще в 10-кратном размере. Я надеюсь, что этому конец будет в будущем. Это первое. И всем погибшим преклоняю голову, кто погиб на этой войне. Спасибо. Я призываю всех, и кто нас слушает, и кто участвует, по мере возможности пишите, давите на свои государства для того, чтобы признали Ичкерию независимым государством. И тогда, как только это произойдет, а я уверен, что это произойдет, вот. И помните, вы на стриме вас спрашивали, а те, которые чеченцы, которые живут за рубежом или вообще отдалены по определенным обстоятельствам, как им? Я уверен, что когда Ичкерия получит независимость, и Ичкерия будет очень быстро развиваться, и каждый за счастье будет считать себя гражданином Ичкерии. И многие будут делать ДНК-анализы для того, чтобы хоть как-то показать свое отношение, то есть показать свою родословную, вот, чтобы участвовать в этом развитии Ичкерии. Вот. Да. Это вот у меня такие. Спасибо, Эд. Я хочу сказать, что Эд наш друг, он в Америке живет. Он написал письмо в адрес президента Трампа избранного, чтобы нашу республику признали. Пока что мы ожидаем ответ, наверное, когда он вступит в свою должность, он нам и ответит, наверное. Будем на это надеяться, мы тоже планируем это сделать от нашего президиума. Чего-то пропадаете вы, не слышно. Эд, у тебя проблемы со звуком, Эд. Да. Ну, давайте, Эд, вы потом еще выступите, мы дадим вам слово. Давайте дадим слово, кто у нас был из Украины.
мы хотели украинцам дать слово же. Кто у нас там был? С украинцев были 2 человека, и они оба... вот Кривенко Александр, так, есть же у нас такой, да? Пожалуйста, если есть слово. Добрый день. Добрый день. Я в Киеве, и я приглашен был господином Нуриевым, который является членом Союза офицеров Украины, и я также являюсь участником этой общественной организации, и в нашей организации понимают проблему того, что Российская империя действительно должна быть прекращена как субъект международного права, и мы действуем в этом направлении в силу своих возможностей. Для меня эта тема достаточно новая, я ее мало изучил, хотя мне уже 60 лет, и я понимаю, что пережили чеченцы в Первой войне, во Второй войне, и у нас в украинском народе высоко чтят и память Джохара Дудаева и всех других, кто боролся за независимость Чечни. И я не могу сказать о статистике, но я знаю, что и на стороне Украины сейчас воюют представители Ичкерии и других народов, кавказских в том числе, и уже есть и погибшие, и поэтому мы высоко ценим это содружество. Я юрист по образованию, сейчас в педагогике научной. Я давно не говорил по-русски, поэтому, знаете, для нас это такой принципиальный момент, поэтому, может быть, какие-то слова, так вы чувствуете, что замедленно, потому что это моя принципиальная позиция была еще в 2015 году. Хотя я получал образование на русском языке, первое, второе, а в дальнейшем уже на украинском языке. Поэтому спасибо, что выслушали. Мне было очень интересно узнать вот эти нюансы от госпожи Аллы. Я, к сожалению, только подключился и до конца не понял, кто она, но эти откровения, это очень, очень существенно. И было бы хорошо, чтобы она, может быть, если еще не изложены эти мысли, чтобы тезисно эти мысли были изложены, потому что это очень ценно для нас. И последнее, что я хочу сказать, я недавно открыл для себя книгу Ивана Багрянова «Гетсиманский сад», который описывал те события 30-х годов сталинских репрессий и те пытки в тюрьмах, в СИЗО, и очень они напоминают то, что сегодня происходит. Поэтому мы осознаем, что методы российского террора, они не изменились. Они, может быть, они усовершенствуются, они развиваются, но террор, который был и 100 лет назад, который продолжался и на территории Чечни, который продолжается сейчас и в других республиках, и уже независимых государствах, это все достойно того, чтобы в конце концов предстали перед судом те, кто сегодня в моей стране причиняет столько боли, столько разрушений, и мы и молимся, и действуем ради того, чтобы Россия распалась, чтобы она получила крах в этой войне, которая с нашей стороны была справедлива со стороны Чечни и несправедлива со стороны России. Спасибо, что выслушали. Я говорил экспромтом, поэтому не судите строго. Спасибо. Все хорошо. Спасибо вам, Александр. Вы сказали, что Алла Дудаева не знакома. Алла – это член президиума нашего правительства в зарубежье, и она вдова первого президента Джохара Дудаева, чтобы вы знали. Она знает очень много и хорошо. Бог прошла с нашим первым президентом, и все, что она говорит, это от души, и она наш, как говорится, человек,
Видите, даже сейчас она ведет эту работу полностью, и мы готовы в этом отношении разъяснять и украинцам. Мы очень переживаем за украинцев, конечно, и Украина будет в победе обязательно, хотя многие вопросы там поднимаются. Там посмотрим. Короче говоря, такая ситуация. Спасибо вам, Александр. Кто хочет еще высказаться, пожалуйста. С Украины Диана здесь? Диана не слышно. Ахьят, можно добавить? Пожалуйста, пожалуйста, Алла. Ну, спасибо за слова с Украины, нашего украинского товарища. Я бы хотела сказать насчет тезисов. Я написала книгу «Миллион первый». Эта книга опубликована в 7 странах, переведена на 7 языков, и последний — это язык украинский. Она сейчас продается в Киеве, «Миллион первый», и в ней написано то, о чем я рассказывала, вот эти наступления, которые были организованы в течение этой первой войны, второй. И, в общем, там вы можете найти, прочитать в этой моей книге «Миллион первый». Все, спасибо за внимание. Хорошо. Спасибо, Алла. Кто еще? Вот у нас здесь, я тогда буду называть. Вот Диана, ее нет, пока мы ее приглашаем. Потом, значит, есть Осман. Давайте, Осман. Или нету его на месте? Тоже нет. Или они что-то... Я позвоню по трубке Диане, может, я ее найду. Ну, давайте так. Так, Петр Хлебович здесь на месте. Наш друг Петр Хлебович из Польши. Соратник. Нету, его тут нет. Был, да, но... вышел. Так, тогда кому дадим слово? Давайте я, если больше никого нет. Ну давай, Аслан, давай. Спасибо. Спасибо. Давай. Сейчас я вам включу свою картинку, чтобы вы видели, почему я выключил свою картинку. Так как у меня идет трансляция сейчас через YouTube, поэтому я вот в таком виде, поэтому я отключаю картинку. Но благодарю за возможность выступить. Приветствую всех участников. Спасибо, что приняли участие. Алла, Сюждикюэль. И спасибо всем, кто сейчас высказывался. Огромное спасибо. Этот день, 11 декабря 1994 года, мне тогда было 17 лет. Я запомнил очень хорошо. Я помнил эти дни перед началом вот этой войны. Как правильно указывает в своих источниках Аят Эдигов, постоянно об этом говорит. Событие 11 декабря это была 4-й агрессией против чеченского народа, или 3-й агрессией, 4-й агрессией против 4-й, да. До этого было 26 ноября, это когда в танках и в БТРах, в танках в основном сидели русские солдаты, офицеры, которых сегодня, кстати говоря, в Украине Киселев, есть такой журналист, который постоянно интервьюирует некого Савастьянова, именно того начальника ФСБ по Москве, Московской области. Он организовывал этот штурм. Этот человек собрал Кантемировскую и Таманскую дивизию, туда внутрь посадил танк, в танке русских солдат, а сверху сидели так называемая оппозиция, что очень сильно, кстати говоря, нас запутало, называя этих людей оппозиционерами, которые были коллаборантами. И даже после вот этих событий 26 ноября мы сидели во дворе в городе Грозном и обсуждали, что будет. И мы, вчерашние советские граждане, не могли поверить, что все-таки русские пойдут на нас танками. Потом, через много лет, я эти же слова, которые произносили тогда чеченцы, другие жители нашего города,
услышал от украинцев. Они тоже не верили, когда еще в 2013 году я им говорил, в интернете писал, что на вас, скорее всего, готовится нападение, против вас готовятся провокации, так как я работал уже адвокатом и общался с разными, в том числе чеченцами, и получал информацию, что туда завозится оружие, что оттуда как-то кто-то выходит, и было понятно, что нагнетается такая специальная ситуация в Крыму, в частности в Крыму. Айды! И, Эд, пожалуйста, микрофон у тебя включен. Я извиняюсь, Аслан. Никаких проблем, Эд. Спасибо. Я просто хотел добавить, тому, что я до этого говорил, Да, пожалуйста. что признание Ичкерии неизбежно, она в любом случае будет. И вековые угнетения и геноцид чеченского народа наконец-то закончатся. И Ичкерия будет развиваться и займет достойное место в мире, одно из самых цивилизованных государств. Все. Спасибо, Эд. Спасибо большое. Ну и я хочу сказать, что мы, вчерашние советские граждане, молодые граждане вчерашнего Советского Союза, не могли поверить, что русские на нас нападут. Ну, это было просто непонятно. Русские не верили, наши грозненские, наши граждане Ичкерии не верили, что нападут. Хотя были ждуны. Были ждуны, и сейчас это слово очень хорошо их показывает, что это за люди были. И этот термин очень удачно вписывается. И началась кровавая страшная война, что для меня было молодому человеку. Я тогда поехал, принимал участие и первые некоторое время. И для меня это было потрясением, которое я запомнил на всю жизнь. Это, не передать словами. Самое ужасное, самое страшное, что есть на земле, это война. Война, особенно если она творится на твоей земле, когда ты не можешь помочь женщинам, ты не можешь помочь детям, когда всех подряд бомбят, убивают, разрывают на куски, и запах горелого человеческого мяса, тела, этот запах отбил у меня охоту, извините за подробности, отбил охоту есть мясо, наверное, на несколько месяцев. Я просто не мог смотреть на мясо. И эти вещи очень тяжелые для воспоминания. Но, несмотря на это, чеченский народ и граждане всех национальностей Чеченской Республики Ичкерия, в том числе были даже, не все, конечно, даже русские, стали единым фронтом рядом со своим президентом, со своей властью. И мы дали такой отпор. И я смотрел на этих чеченцев, и я думал, откуда. И я сам через 3 дня привык уже не бояться, и, признаюсь честно, после этих бомбардировок через 3 дня, в принципе, ты привыкаешь. Но я смотрел на чеченцев, которые были немножко старше меня, и удивлялся их отвагой. Я не мог понять, как люди могут быть такими смелыми. И это внушало такой подъем духа, что мне хотелось броситься под танк и как можно быстрее уйти из этой грязной жизни. И хотелось повторить подвиги, которые они повторяли, которые они совершали. Сегодня 30 лет. Многие родились после этого, никто не знает, как это, многие, молодежь чеченская не знает этого, как все это было, как все начиналось, но мы хотим донести до этих ребят, мальчиков, девочек, которые ничего этого не помнят, как все было, как мы жили с русскими, с другими национальностями в мире, никто их не ущемлял. Я жил в Грозном, и все, 2-3 семьи только были чеченские, все остальные были армяне, евреи, русские, украинцы, много разных национальностей. И мы не делились, мы не ссорились,
никаких таких национальных проблем у нас не было. Но российская пропаганда на протяжении 3 лет, после того, как начала восстанавливать Советский Союз или новую Россию уже в новом формате, начала с нас, посчитала, что мы самое слабое звено, и назидание другим, побить чеченцев и запугать всех остальных было удобно. Но, как сказал первый президент, привел такой, как анекдот, что ли, такую аналогию, сказал, что вот шел муравей, и навстречу идет, шел там кто-то, и навстречу идет муравей, весь хромает, обожженный. Что случилось, муравей? Да вот, думал, сверчок, говорит, а на окурок нарвался. И россияне, так привел Джохар такой пример, и россияне, русские нарвались не на сверчок, который можно было полакомиться, а на огонь, который они были встречены на нашей земле. Не буду больше много говорить. Спасибо вам, всем участникам, огромное спасибо, и призываю всех не забывать этот трагический день, так как забытые уроки истории имеют свойство повторяться. Всего хорошего. Отключаюсь. Спасибо. Спасибо. Извините, я имею на связи Диану, bo Да, ona nas słyszy, no jak ona включает микрофон, она отключивает. То я так сделаю, как я уже раньше делала на этих наших в среду конференциях. Вы ее будете слышать. Я включаю. Диану. давайте, пожалуйста. Алло, слышно? Да, слышно, Диана, слышим вас. Дорогие единомышленники и друзья, всех, которых я знаю и не знаю, заочно и, как говорится, вживую, всех приветствую на сегодняшней конференции виртуальной. Конечно, было бы неплохо, если бы мы собрались в очном режиме, но это, наверное, будет еще не скоро. Я слышала практически всех. Это вы меня не слышите, просто меня периодически выкидывало. Вот. Ну, что бы хотелось сказать. Нам нет смысла агитировать друг друга, потому что здесь собрались единомышленники. Всех нас объединяет, к сожалению, то больше всего, что все мы пострадали от русско-фашистского режима. Я имею в виду государство и народы. Ну и большинство, конечно, еще лично. Поскольку мы все тут не первой молодости, то, что по нас этот результат уже просто непосредственно, поскольку мы люди активные. Но знаете, что я заметила вот даже в этой конференции, и не только в этой, вообще такая общая тенденция у нас есть. Может быть, это не понравится. Но почему-то мы все, если вот так со стороны слушать, как я сегодня в высоком режиме, мы выступаем с позиции жертвы. Вдумайтесь, они на нас напали. Они такие сволочи, они на нас напали, а мы постоянно обороняемся. Понимаете, это наш общий враг, и фактически больше всего это задевает только нас, люди, на которых напали. Я имею в виду, что западные страны, их это не будет сильно задевать, пока это непосредственно к ним не доберется. Как говорится, сытый голодного не понимает. Какие бы они ни были сознательные, что бы они там ни рассказывали, как бы они ни били в грудь кулаком, пока они надежно защищены нами, живым щитом, они это реально понятие состояния. Я помню, когда это все начиналось в 90-м году, наши активные контакты с Западом, вот мы с Олесем Шевченко, вы практически все его знаете, мы были на Нобелевской конференции в Осло. Это тогда была антисоветская, антигорбачевская, еще существовал Союз. Они о нас мало знали тогда, насколько знаю сейчас. И в разговоре
с министром иностранных дел, там женщина тогда была в Норвегии. И что-то мы так заговорили о вопросах независимости и тому подобном, таких вот вещах. И она спрашивает меня, а сколько у вас населения? В Украине, в смысле. А я говорю, 50 миллионов. Тогда так было. Она так на меня смотрит, говорит, может, 5? Я говорю, да нет, это у вас в Норвегии 5. А нас 50. Ну, она так глаза подняла к небу, что-то не поняла, посмотрела на своего помощника. Ну, очевидно, он информацию не подготовил хорошую. Ну, такую буквально. Вот. И говорю, потому, вот даже по такому количеству населения, территории и истории, говорю, история понятно, что вы не знаете. Говорю, мы все равно, у нас будет независимость. Через год-два мы будем свободны, потому что от этого уже никуда России не деться. Ну, когда в Союзу. Она на меня так посмотрела, конечно, думает, ты себе поговорим. Но через год вот независимость пришла. Это я к тому, что тогда, как вы говорите, никто не верил, что русские нападут. Союз, Россия, как их мы называем. Ну, уже не Союз, уже Россия, это же понятно. Я всегда говорила, что у нас с ними будет война. И будет довольно быстро, просто тогда вот отвлекло внимание другие новообразованные государства. Просто оттянули, как говорится, на себя. На той же Нобелевской конференции, ну, я их пробовала их немножко встряхнуть, это западный мир. И я показывала им фотографии, тогда же интернета не было, о раскопках наших. Ну, вы не знаете, это земля не у нас, это под Ивано-Франковском. Мы тогда раскопали в 1989 году, это отдельная история, жертвы советских расстрелов. 39-40 год. Поскольку к нам советская власть пришла в 1939 году. Но я сама раскапывала эти могилы. Это каждая яма. В общей сложности это 532 захороненных, 3 больших могил. Это то, к чему один наш единомышленник говорил о запахе мяса. Я это очень хорошо понимаю. Потому что, когда я стояла в самом низу этой братской могилы, поднимал руки кверху, меня было не видно. Ну, примерно 5-6 слоев они лежали. И так 3 братских могилы. Но не буду вдаваться в подробности. Такие физиологические, скажем так. Но я к чему веду? Когда показывали мы этим людям эти фотографии, хорошо, качественно, специально сделаны, но люди старались, потому что знали, куда их буду вести. И раздавал человек в зале в первых 3-5 рядов, присутствуйте. Это были западные дипломаты, это был высший уровень. Эти фотографии ходили по рядам. Ну, некоторые даже не хотели смотреть, в плане, что им это было, ну, люди, так сказать, нервные, им это было сложно воспринимать. Но что меня потом поразило? Они так на меня смотрят теми кривыми глазами и говорят, а это в каком веке было? Это, когда это было? Ну, я говорю, это было 50 лет назад, не помню, даже 40. Ну, они так, как 40? Ну, это Советский Союз, это гуманные люди. Ну, насколько далеки они были от ситуации, они, в принципе, и сейчас не сильно приблизились. Ну да, они смотрят картинки, некоторые приезжают, лично видят. В 22 году, помню, кто-то из западных дипломатов все упорно задавал вопрос, или это случайно не инсценировка, или не постановки театральные. Тогда только началась война. Я к чему веду это все? Что, конечно, это все хорошо, помощь Запада и тому подобное, но история должна была уже нас научить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И потому я думаю, что надо как-то интенсивно и реально объединяться тем, которые от них пострадали. И нужно переходить в наступательную позицию.
поскольку кусать буду, ну, скажем так, примитивно, собака будет кусать человека до тех пор, пока человек это ей позволяет. Пусть меня простят собаки за такое сравнение, потому что раз за людей не считаю, и все знают мою позицию, то просто нам не хватает дихлофоса на этих тараканов. Спасибо, спасибо, Диана. Это вся политика. Я думаю, что меня поняли. Да, понятно. Желаю удачи в нашем нелегком деле всем нам. И пусть каждый займет, так сказать, свою нишу в своем фронте и в нашем общем. Ну, у меня все, пока. Спасибо, спасибо. Диана Бедочка, она член, как сказать, сопротивления украинского народа, активный человек. Она юрист, специалист, и очень много нашей солидарности мы встречаемся. И я думаю, что ее выступление очень важно, потому что она сказала то, что мы должны были сказать. Мы должны с позиции жертвы рассматривать, как будто мы какие-то прогибшие, как будто на самом деле эти враги встали, и они нас пытаются всех поставить на колени. Мы показали с вами, нашей борьбой с вами, что этого нельзя делать, и мы будем продолжать обязательно и победим. Украина победит, и вместе с ней победим мы. Мы с вами сегодня делаем то, чтобы поддержать Украину. Наши люди, некоторые часть там воюют, гибнут. И слава Украине, и героям слава чеченским героям, которые погибли. У нас очень много людей погибло. Вы знаете, в том числе и воины наши погибли. И мы о них думаем, не забываем, все время говорим, что это было и как. И наша молодежь это должна знать, что происходило. И более того, вот это все, что происходило тогда, вот эта первая агрессия, про это стали забывать, как будто бы этого не было. И некоторые даже политики, когда они начинают говорить про эту войну, начинают не с того, что Чеченская республика вот так вот подверглась атаке, а начинает с Грузии или с другой места, а пытается забыть Чеченскую республику. И главным образом это все же чувствуется, что есть печать этой пропаганды российской, которая говорит, что чеченцы это террористы, бандиты, исламские фундаменталисты. Но мы вам говорим, что это не так на самом деле. Это наклеен на нас ярлык, и Москва пытается постоянно нам это сделать. Другое дело, что она не только под этим ярлыком, а и под другими разными ярлыками, всеми возможными, пытается вот таким образом на нас вот свалить все беды, которые на них надвинулись, те дома, которые они взорвали, то, что они там натворили со своим народом. Поэтому здесь сегодня многое зависит от того, чуть ли не все сейчас поставлено на карту, вот война, которую проводит вот эта империя против Украины. Украина должна победить, и мы с вами видим, что настанет день, когда придет эта победа, и Россия будет развалена, она или переформатируется. А вот многие вот народы, которые есть в составе России, которые так и остались тогда в составе России, по многим причинам, потому что на них давили, сильно давил этот Кремль, этот Ельцин и другие политические деятели, имперские. Они остались в составе России, и сегодня, и тогда они не смогли провести вот этот перечень всех этих процедур, провести, что вот такая-то страна, такой-то референдум, такое-то определение, такое-то решение для того, чтобы заявить, что мы есть государство, и мы будем существовать как государство. Правда, Татарстан и Башкортостан в этом направлении сделали очень много, но в конце их тоже под каким-то там хитрым приемом заставили подписать этот федеративный договор с учетом того, что в будущем это будет
учтено. Но это, конечно, не учитывается. Даже мы, которые все эти процедуры прошли и сделали, они вписали нас в эту Конституцию в 1993 году, тоже преступную, как будто мы являемся частью России. Так что мы должны эти вещи знать и на Западе, и во всей этой постсоветском пространстве. Этот вопрос очень важен, чтобы люди знали, что это такое. И мы хотим, конечно, чтобы на эти республики, которые оказались в составе нынешней Российской Федерации России, они получили право, значит, создать свое государство. Но как бы сегодня дело в том, что они должны просить разрешения выйти из Российской Федерации России. Но этого не может быть по причине того, что там сидит Путин. И потому что считается, что они туда вошли самостоятельно. Чеченская же республика вышла из СССР и никакой с ними договор не подписывал. Вот здесь вот такой момент очень тонкий. И мне кажется, чтобы эти республики могли бы сделать такой ход, сказать, выставить то, что они были захвачены тогда. И незаконно, после того, как СССР разрушился, и они стали государствами, им не дали оформиться как государство, их захватили тогда. Вот только таким образом, как республики, которые вышли из Советского Союза тогда, которые были захвачены, можно здесь действовать. То есть это с правовой точки зрения. Но это наша такая позиция, которую мы говорим, что нужно вот такие вот методы, которые с правовой точки зрения учитывать и от них не отказываться. Потому что мы знаем, империя, которую сегодня возглавляет Путин, она никогда не даст разрешения на то, чтобы оттуда вышла какая-то территория и создала свое государство, если ее не разрушит. А разрушит ли ее или нет, мы видим с вами. Запад не желает ее разрушать. Запад просто не боится ее разрушать, потому что там, вы знаете, оружие атомное и все остальное, они не знают, куда она, в какие руки попадет. То есть этот процесс не такой вот уж короткий, он может быть длинно растянуться на года. А вот то, что есть такая основа, что эти республики могли бы выйти из этой империи, которая не до империи, которая пытается стать, так сказать, на ноги, и которому, кстати, помог сам Запад в свое время. Помогал, надеясь, что она станет там демократической страной. Я был когда в Вашингтоне, там вот эти их лидеры говорили, что скоро эта страна станет демократической, и мы все вопросы решим. Ну, мы видим, как это случилось. Спасибо. Я хотел сказать, что вот Аслан Арцуй это блогер, это председатель Human Rights Watch Чеченской Ичкерия. Я насчет Дианы, я сказал, она такая активная женщина, которая борется за свой народ. И мы всегда, значит, с ними контактируем и ведем эту работу. Как и с Едвигой Хмеловской, Петром Лубовичем и другими, многими там нашими товарищами, которые сегодня проводят тоже свою конференцию. В среду каждый раз мы проводим 7. Но так совпало, что в этот день они там, и это они все равно оттуда вышли, пришли выступать. Теперь я знаю, что вот наш азербайджанский друг, он хочет выступить, руку уже поднимал. Пожалуйста, давайте дадим ему слово. Слово имеет, потому что я не вижу эти слова, букву не виду, они маленькие здесь. Пожалуйста, назовите. Аллах. Давайте. Салам алейкум, все братский народ. Приветствую всех присутствующих. Я прошу прощения всех. Первым долгом считаю нужным попросить всех вас почтить памяти наш 30 лет тому назад погибших героев минутным молчанием. Очень прошу вас. Спасибо, спасибо. Я благодарю вас всех за понимание. Я что хочу сказать, мы до сих пор помним, наш народ всегда упоминает покойного
Зафара Дудаева. Мы любим его, мы помним его, почтим его всегда, его память. Наш народ всегда дружили не только с Чечней, и с татарами, и с украинцами, и с грузинами. Вот просто хочу донести к вашему сведению, что я буду говорить на ломаном, нежеланном языке. Мы все знаем, что путливский режим только может уничтожать. Они вандалы. Мы говорим, что о нации плохо говорить нельзя, но это то, что они творят и в Украине, и в Чечне творили, и в Азербайджане, и в Татарстане, и в других странах, всех бывших СНГских странах. Они только терроризмом занимались, вандализмом занимались. И то, что неприятно, они недолюбливали, они хотели всегда быть хегемонами, всегда править старые кавказские и старые СНГские страны, да, как скажу. Я просто хочу донести к вашим сведениям, да, что азербайджанский народ, именно народ, всегда за простыми народами всех старых наших СНГских стран мы всегда уважали, мы всегда могли дружить. И знаете, что не один я, 5-10 человек, народы, простые народы всегда понимают простых людей. И мы всегда с вами и за Украину, и за Грузию, и за Татарстан, и за Чечню, и за все. То, что было, мы помним это и всегда будем помнить, почтить. И, они такие вандалы, что и в Азербайджане много чего творили, вы все знаете, не хочу повторяться, но думаю, что объединяться пора. Вы делаете это благое дело. Я уважаю всех и знаю, раньше был несколько конференций товарищей, я помню. Я уважаю всех, что вот такие конференции очень нужны народам, объединять нас всех народов и в пользу что-то надо делать. На самом деле уже время, опаздывать нельзя. Время к нашему пользу, конечно, это естественно, но объединяться тоже надо, поддерживать друг друга, народов поддерживать. Диктаторы долго не продержатся. Мы видим и в Сирии, и в старых странах видим, что диктаторы до конца не могут. В конце концов, всему есть свой конец. Спасибо, благодарю за внимание и спасибо, что вы приняли меня в это участие. Благодарю всех. Спасибо вам, спасибо большое. Кто хочет еще сказать, спасибо большое. Кто желает еще выступить? Нет желающих, да? Я хочу добавить еще кое-что. Пожалуйста, Алла, давайте. Включайтесь. Ага. Я хочу добавить, вернее, напомнить о том, что сейчас грузинский народ уже 2 недели бастует на проспекте Руставели и прилегающих улицах против фальсификации выборов, которых были и вбросы, бюллетени, и которые даже избивали наблюдателей международных. То есть они требуют, чтобы заново провести выборы, потому что российская партия Бедзина и Иванишвили с их сторонниками пророссийскими, они за вхождение в русский мир Грузии, за русский мир. А народ Грузии борется за вхождение в Евросоюз, за европейские ценности. И вот они стоят и днем, и ночью на проспекте Руставели, под снегом, дождем, не уходят. Очень часто там выступает, кстати, мой старый друг Давид Чхиидзе. И пишет в интернете постоянно отчеты, присылает и фотографии, и видео. И я хочу, чтобы наша конференция издалека хотя бы приветствовала этот народ Грузии, который стоит за свою свободу от русского мира. Спасибо, Алла. Мы приветствуем их, конечно.
Мы знаем очень правильно, что этот вопрос подняли. Мы приветствуем тех, кто сегодня борется за свою свободу, за то, чтобы свободно решать свой выбор делать. Против этой империи эти люди борются. Мы знаем об этом. Мы с вами тоже говорили об этом. И даже вот некоторыми людьми там связывались. Это героический ход, который сегодня вот грузинский народ выступил против несправедливости. Мы приветствуем всех тех, кто там, Алла, от вашего, от нашего лица, от нашего президиума, мы их приветствуем. Дай Бог, как говорится, им победы. Победа будет обязательно за ними, а значит и за нами. Спасибо. Алла, вы закончили? Я вас перебил или вы хотели еще сказать, да? Закончила. Ого. Спасибо. А кто еще хочет? Ахед, я хотела бы еще одну вещь сказать, которая есть, ну, думаю, предупреждением для всех наций, которые теперь стремятся к борьбе за независимость. Россия теперь делает такие фейки, не? Они теперь про людям, которые антироссияне, говорят, что это шпионы России, а люди, которые действительно работают для России, они говорят, ой, какие это патриоты, какие порядочные и так дальше. Они хотят поссорить нации. Я, например, сегодня на той нашей конференции разных народов услышала, как бы то Иванишвили был гражданином Франции, bo ich prezydent jest действительно гражданином Франции. Я не знаю, czy on гражданином Франции, czy nie, ale ja zrazu подумала, что они его хотят оправдать, что он стремится к Западу, а не хочет в Грузии русского мира. Я нашла уже борьбу, которая начинается, чтобы поссорить литовцев с поляками. И снова человека с Григорьевской лентой показывает какого-то большого польского патриота, а люди, которые действительно поляки, выступают за свободу и Польши, и Литвы, они обрызгивают балатом. Так что я предупреждаю теперь, что я то вижу. Я не знаю, czy другие люди это видят, что они теперь снова делают бардак, чтобы разделяем власть, это сколько-то. Да, чтобы легче было нами править. И в Польше тоже не можно сделать пророссийской партии, но антиукраинскую можно. И теперь они пытаются сделать антиукраинскую партию в Польше. Так что я это вижу, уже глазами политика вижу, не? Что они делают. Ну да, там Геббельс рыдает его. Это все 100 лет мы знаем. Но молодые представители, те, которые не очень в этом все вникают, они, конечно, это заглатывают, как сериалы. Но мы что понимаем, это надо знать. Но по возможности люди разъясняют, те, которые далекие. А лучше всего не обращать внимания. Да, это хорошее предупреждение. Да. Это очень правильное предупреждение, это везде. И мы это замечаем. Мы здесь видим тоже, вот, допустим, с нашей диаспоры, которые есть в зарубежье, тоже такие вот моменты мы видим, слышим.
те, которые действительно являются патриотами, переживают за свою страну, за Украину. Есть неделенные люди, которые этим вопросом занимаются. И когда мы говорим о том и о чем рассказываем, в это трудно поверить тем, кто, допустим, не в курсе дела. А когда это дело как-то аукнется, тогда будет уже поздно, как говорится. Но мы тоже предупреждаем в этом направлении наших людей, наших друзей и в Украине, и по всему постсоветскому пространству на Западе. Это верно, Едвига говорит, очень верное замечание. И в Польше такое тоже, вероятнее всего, происходит, потому что вы об этом говорите. Мы вам, конечно же, верим, знаем. Спасибо. Кто еще хочет выступить? Есть кто сказать кому что, добавить? Нету? Ну тогда... Вот после этой конференции, скажем так, как бы мы могли организационно объединиться, что-то типа ассамблеи, что-то подобное, ну, порядка трансконтинентального такого, чтобы мы могли оперативно реагировать и оказывать друг другу помощь, хотя бы в обмене информацией живой. Да, это верно. Мы тоже вот думаем, что правильно это, чтобы эти люди могли вот как-то вот объединиться в какую-то там группу и начали с этого, чтобы потом эту работу вести и друг другу информировать. Информация это очень важно, потому что если не будет информации, любой человек думать будет иначе, чем есть, не имеет информации. И это везде мы наблюдали, и сейчас, особенно в этом отношении, когда вот такая вот информационная вот эта ситуация по всему миру, прорыв просто. Можешь любую точку Земли звонить и говорить, и в этом потом думаешь, что же это правда или нет. Это здесь важно, конечно. Я думаю, что если есть люди, которые вот здесь, вот, которые здесь есть, и если они хотят в это, как говорится, группу такую создать, мы вот, пожалуйста, звоните нам, мы будем с вами тоже вот эти группы создадим. Может, мы ее расширим по всему, так сказать, спектру, скажем, постсоветского пространства Европы, и это выльется в какое-нибудь мощное такое движение. Конечно, это зависит от нас, с привлечением и других людей, которые находятся сегодня в политике. Эти же люди тоже наши люди. Так что, пожалуйста, вот этот вопрос, Диана, вы правильно подняли, и мы его здесь вот сейчас говорим. Давайте, если есть возможность и желание, мы вот звоните вот сюда, вот куда вы сейчас звонили, и здесь мы можем дальше продолжать контакты. Можем проводить эти конференции в Zoom, по любой другой теме тоже. Давайте объединяться, иначе по-другому ничего не может быть, как видим. Мы это чувствуем, чеченцы, как, и, конечно, вы все то это знаете, но мы про свой опыт вам говорим, и то, что есть у нас, а то, что есть у вас, объединяя это, мы идем, как говорится, в правильном направлении. Я надеюсь, что это будет полезно всем. Спасибо. Мы могли нашу общую позицию выставлять, общую позицию, более, скажем так, крупную, чтобы мы собрались не только в 30-летию или какой-то другой дате, далеко не радостной, понимаете? Чтобы у нас появились радостные даты. И мы да, разумеется, да. И это тоже, мы можем это делать, да, правильно. Ну, конечно, это же такое дело, правильно? Историю надо почитать, но ее надо и менять. История должна нас учить, а не только оплакивать наши потери. Вы понимаете, о чем я? Конечно. Потом те, которые там у них останутся, уже плакались на нас. Я хочу дожить до этого дня. Чтобы они плакали, чтобы мы сильно обидели. Если ничего там останется, кому плакать. Так? Несколько, может, косвенная позиция, но я думаю, что она правильная.
Я называю вещи своими именами. А где она находится в Украине? У них, вы как знаете, в Украине это отключение электричества, они так все равно выходят. И вот то, что она говорит, она очень активный человек в этом направлении и правильно говорит. Но Алло? посмотрим, что она... Да? Кто там? С любой трибуны это повторяется на высокой. Ну, Так, а я это знаю. Да. Я вот, кто хотел сказать, по-моему, я слышал. Ахьяд, это я, Эд Мамедов. Да. Два слова хочу сказать. Да. Мы все видели, да, как развалилась Сирия. И я надеюсь, что фашистская Российская Федерация развалится скоро таким же образом. Вот. И очень бы я хотел, и призываю вас быть готовым приехать к нам в Сенат, выступить и получить независимость. Мы готовы. Вы готовьте там почву, мы готовы всегда. Иншаллах. Спасибо. Обязательно. Я надеюсь, что это произойдет. Мы, если бы не верили в это, мы бы и не говорили бы, сидели бы где-нибудь в тени, ничего не делая. Так что спасибо вам. Они говорят, у Бога две руки, они твои. Да. Спасибо. Это в наших руках, образно говоря. Так, кто еще желающий выступить есть? Ну, если нет, тогда давайте завершать нашу конференцию. Аят, можно? Я бы хотел... Конечно, давай. Спасибо. Я бы хотел, Аят, чтобы я вас в прошлый раз спрашивал в личной беседе, и вы мне сказали, что да, вы подумаете и скажете на эту тему по поводу... Мне интересно и важно, чтобы наша молодежь, и, может быть, и украинцы, кто нас услышит, узнали про вероломство, про хитрость России, которую она применяла вот именно в начале войны. Что запомнилось вам, Аят? Какое вероломство, какая хитрость, какая изворотливость была со стороны России, которая тогда вас удивила, и в этом хотел, чтобы вы немножко рассказали. Хорошо, я могу рассказать. Спасибо. Но по большому счету, значит, я расскажу, как вот были переговоры, когда отряд Басаева пошел в Буденновск, он шел на самом деле-то в Москву, но и не удалось пройти, потому что не хватило денег, как они. Но они шли брать Кремль тогда, чтобы вы знали. Они нацелились на Кремль. И было бы хорошо, чтобы тогда они Кремль взяли, а не там. Но вот после этого они поняли, что весь мир этот вопрос поднял. Они ничего не требовали, они только требовали того, чтобы они остановили войну и начали переговоры о мирном урегулировании отношений между нашими странами. И эти переговоры начались, так? И вот в ходе вот этих переговоров получилось так, что наши люди, которые были по 3 блока было сделано, блок военных вопросов, политических вопросов и экономических вопросов между нами. И присутствовал ОБСЕ, миссия ОБСЕ. И на этих переговорах наши люди, 4, которые были там, это был Имаев, Ереханов, Закаев и Масадов. Эти 4. И по первому блоку вопросов они смогли с русскими, договаривались. Вот я что хочу сказать, такой вот хитрый прием, как вот они придумали. Они говорили, что вот мы все эти вопросы решим, нам надо решить это. Там находились опытные переговорщики, которые выставили российская сторона. Наши-то люди не очень-то были в этом, как говорится, подбоченены, так? И они тогда подписали протокол о том, что действительно, что No это... cześć, słuchaj, jestem na tej czeczeńskiej konferencji, jest bardzo fajna. No, wiesz, ja wszedłem, ale
Просто надо звуки Хорошо, значит, Петр пришел, да? Он хочет слышать? Они не слышать, они слышать tego. Ja Dianę podłączyłam. Jak chcesz, to zaraz cię podłączę. Nie, ja idę do lekarza na wariantę. Dobra, poczekaj, bo ja... Но, видимо, наши друзья, они это по-своему, по-польски говорят. Петр Хлебович, я слышу, он хочет выступить или нет? Петр, не слышит, наверное, нас? Piotr Chlebowicz dzwonił mnie, że on частично слушал, частично так, как Диана. Так что я ему предложила, что я могу так, как Диану Ну хорошо. Но он утром где там к врачу едет. Извините, на 1 минут. Да, пожалуйста. Пожалуйста, от меня, от моего брата Нафиса, от меня передайте Петру Хлебовичу огромное спасибо за старание. Он очень серьезно участвовал за развал коммунистической империи Варшавы. Огромное ему спасибо от нас, братьев Кашаповых. Передайте, пожалуйста, обязательно. Наверное, он слышит нас. Peter уже не слышит, но я ему Да. скажу, только повторите фамилию, бо я запишу себе. Кашаповы, братья Кашаповы. Один премьер-министр, второй вице-премьер, я так понимаю, так? Один в Лондоне, другой в Польше, я так понимаю, да? Да, в Варшаве. Окей. Вот так вот. Ну, что я тогда... Вот так, спасибо, Ахият Идигов. Вот так мы знакомимся, короче, находимся единомышленников. Это очень прекрасно. Да, конечно. Но вот я хочу сказать, что там, когда были эти переговоры, на этих переговорах русские все время подсовывали документ, в котором было написано Чеченская республика и Российская Федерация. Чеченская республика, Российская Федерация. На самом деле наша республика в 1993 году, когда они нас незаконно вписали в свою незаконную